Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Баскетболисты казанского «Уникса» обыграли итальянский «Виртус» в третьем матче полуфинала Еврокубка. Встреча прошла в Болонье и завершилась со счетом 100-107. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев площадки Милош Теодосич, набравший 25 очков. В составе казанцев самым точным был его коллега по амплуа Джамар Смит. На его счету 24 балла. Таким образом, «Уникс» выиграл серию до 2 побед со счетом 2-1. В финале турнира российский клуб сыграет с французским «Монако», который в своей полуфинальной серии со счетом 2-0 победил испанскую «Гран-Канарию». Первый матч финального противостояния состоится 27 апреля. Футболисты испанского «Реала» в гостях сыграли в нулевую ничью с английским «Ливерпулем» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира. Напомним, в первой игре сливочные на своем поле обыграли мерсисайдцев со счетом 3-1. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые сезона 2017-2018. Тогда мадридский клуб стал победителем турнира. В следующих двух розыгрышах Лиги испанцы вылетали на стадии 1/8 финала. В полуфинале турнира «Реал» встретится с английским «Челси», который в четвертьфинале прошел португальский «Порту». В другом матче игрового дня английский «Манчестер Сити» на выезде одержал победу над немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе горожан результативными ударами отметились Рияд Маррес и Фил Фоден. Единственный мяч хозяев поля забил 17-летний Джуд Беллингем. Напомним, в первой игре «Сити» на своем поле обыграл соперников с аналогичным счетом. В полуфинале турнира подопечные Пепа Гвардиолы сойдутся с французским ПСЖ, который в 1/4 оказался сильнее немецкой «Баварии». Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи 4 и 5 мая. Заброшенная шайба и голевая передача Александра Овечкина помогли Вашингтону со счетом 6-1 выиграть у Филадельфии в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей помимо россияне на взятие ворот провели Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бэкстрём, Карл Халегин и Энтони Манта. У гостей отличился Шон Кутюрье. Теперь в активе Овечкина 22 шайбы и 16 ассистов в текущем сезоне. Его Вашингтон лидирует в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков. Филадельфия идет на шестой строке, имея в активе 44 пункта. В следующем матче Вашингтон дома примет Баффало, а Филадельфия сойдется с Питтсбургом. Россиянин Андрей Рублев победил итальянца Сальваторе Карузо в первом матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6-3, 6-2. В следующем раунде россиянин сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом. В данный момент 23-летний Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 титулов под эгидой данной организации. На стартах серии «Большого шлема» лучшим результатом россиян является выход в четвертьфинал. Студент Северо-Восточного федерального университета Яник Самплей признан лучшим бомбардиром Липецкого мини-футбольного клуба ЛКС сезона 2020-2021. В регулярном чемпионате Высшей лиги России и на Кубке страны его арийский футболист забил 21 гол. В этом сезоне ЛКС выиграл регулярное первенство среди команд западного дивизиона, но затем уступил в двухматчевом противостоянии Ростову в 1/8 финала соревнований. Напомним, Яник Самплей ранее выступал за якутскую «Зарю», в составе которой также становился лучшим бомбардиром команды и дивизиона. 3 воспитанника якутской школы вольной борьбы выступят на чемпионате Европы в составе других стран. Как сообщает ЕСИА, в заявку сборной команды Беларуси на эти соревнования были включены Арьян Тютрин в весе до 57 кг и Андрей Бекренев в категории до 65. Цвета команды Польши представит Эдуард Григорьев, который будет состязаться в весовой категории до 61 кг. Чемпионат Европы стартует 19 апреля в Варшаве. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!